Всем доброго утра. Прежде чем поехать на рыбалку, давайте попробуем найти червей, если получится нам продолбить замерзшую землю. Сейчас мы это посмотрим. О, ну, вроде как бы даже немного и получается. Ну, надо-то буквально штук десяток червей. Земля промерзла не сильно. Вот и первый червячок. Ага, вот он. Как раз малюсенький. Так что штук десяток червячков сейчас найдем. И только потом уже поедем на рыбалку. На рыбалочку. Так, попробуем здесь. Ага, хорошо. Здесь у нас земля была более-менее сырая. Сверху корочка промерзшая. А червей-то не так-то и много. Народ, наверное, смотрит, думает, кто-то уже огород копает. Ушли черви. Ушли в глубину куда-то. Не видать. Вот. Еще один. Два червячка. Тут я кидал навоз. Летом. Ну, может, где-то есть. Вот еще один небольшой тонкий червячок. Третий. Четвертый. Ну, на рыбалку сегодня мы, думаю, что-нибудь да по-любому насобираем. Снег выпал в этом году на талую землю. И если бы не дожди плюс 5, которое было какого числа? Ну, недавно, в субботу это было, меньше недели назад, то земля бы вообще талая была. Просто тогда весь снег практически растаял. А потом было минус 8. И вот эта корочка промерзшая небольшая есть, а так земля талая. Так что в этом году для садоводов, огородников красота, ничего. Можно не бояться, что что-либо замерзнет. Так, ладно. Немножко еще покопаемся и поехали. Вот, перешли с грядок на картофельное поле. Здесь как бы более сырое место, более глубже снег. Я думаю, наверное, здесь червячкам нашим теплее. И все верно, вон. Вот они, червячки. Можно копать их, копать. Они, даже если не заготовлено, допустим. Я-то заготовил в этом году хорошо. Дома у меня есть червячки. Хватит, главное сохранить их. А так покупать по 150 рублей небольшую коробочку. Ну нафига. Я лучше вот так вот возьму и покопаю. А так обычно мы червей ищем на теплотрассах. Так, что у нас там? С десяток есть червей? Я так думаю, на сегодня нам хватит, наверное.
Погнали. Вот еще один. Погнали, на сегодня хватит. Коротко о состоянии реки Печора на 15 ноября. Как мы видим, река где-то стоит, потому что льдины не плывут, река чистая, но вода прибывает. Скрыла уже камни, дамба уже под водой, которая вот здесь вот дамба. Если 5 дней назад еще были видны камни, и уже нет. Вон какие забереги большие, не так-то просто перейти теперь на лед. Появилось течение и температура 0 градусов. И если по прогнозу где-то около недели еще будет такая температура +1, -1, 0. По такой погоде, если вода будет прибывать, здесь все может измениться. Бывало так, уже мы с Григоричем здесь рыбачили, а потом здесь полностью все открывалось. Также и ледостав. Где-то его перед каким-то островом зашуговало, склеилось, все застыковало. Вода немножко поднимется, лед поднимется, прорвет, потому что он еще не успел окончательно окрепнуть, и по новой все пойдет. Вот эти ледяные острова тоже все толкнуть может, потому что река встала по очень малой воде, очень маленький уровень был воды, остановилась река. Так что сейчас лед встал, дожди были, снег идет, вода прибывает, и вполне возможно, что это все пойдет заново. Так что рыбалка по налиму у нас откладывается, не будем рисковать. Ну а на озерах посмотрим. Сегодня по плану у нас на этом озере поднять вон талый снег, уже не замерзает, уже не 0, уже плюс. Хотя градусник показывает, термометр автомобильный 0 градусов, вон все уже тает. Посмотрим, возможно сделаем пару дней выходных, тем более у нас уже очень много отснятого материала, который требует монтировки и всего такого. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас на озере творится. Ну, здравствуй, озеро. Как мы видим, вода не замерзла на льду. О, сработочка, есть загар один. Странно, нет народу. Я думал, Валерка здесь, он горит. 4 жерлицы тоже поставил. Одна сработка есть. Это уже хорошо. Немножко корочка льда появилась, тонюсенькая, но это все тает. И под этой корочкой льда вода не замерзает. Ну, давайте сейчас проверим, что у нас здесь за сработка. Вчера свеженьких живчиков вот поменяли. Так, вымотала полностью до петли. Так. Небольшая корочка льда буквально. Так, видно, да? Ну, посмотрим. Господи благослови. Поехали. Ага, зацеп. Туда унесло. Туда в коряжник. И видать, оп, нет, отцепили. Отцепили. На щуки нет. Щуки нет. И нет живца. Щуки нет и нет живца. И двойничок надо будет поменять. Вот, разогнула двойничок об зацеп. Ладно. Значит, еще одна щука здесь есть. Так, вижу еще один загар, второй. Переставил эту жерлицу, ну немножко, буквально метров 5, наверное, вчера. Поставил ближе к кустам. Как бы есть риск зацепиться об коряги, но, как мы видим,
именно переставленная жерлица сработала. И пока все. Дальше в конце пока я не вижу. Ну давайте уже не будем проходить мимо. Давайте проверим. Лед здесь потоньше. И воды здесь побольше. Так что надо быть аккуратным. Вчера он здесь уже начал было похрустывать по новой. Так, что у нас тут? Вымотало полностью до петли. Так, луночка чистая. Ну да. Почему-то щука всегда тащит к берегу. Коряжник, к кустам, вот это в траве. Так, пока идет. Пока идет. Здесь видно. Так, плотву уже видел, толще воды. Весь есть, нет, дернула что-то, да, дернула. Вот она, щучка небольшая. Вот она. Вот она. Малышка. О, малышка малышкой, но она заглотила, и мы ее отпускать, конечно же, не будем. Вот тройник до конца, так что забираем. Клюнула на плотвичку. Ну что теперь, такой маленький еще у нас в этом году не было. Вся вкроит. Смысла отпускать ее со словами: иди, маленькая моя хорошая, позови папку, дедушку, бабушку. Не пойдет такая у нас сказка. Все равно она у нас подохнет, так что на сковородке она будет смотреться получше. Так, притопали до базы. Что я вижу? У нас еще одна сработка. Вчера она была у меня чуть в стороне там. Я ее переставил, Валера, потому что поставил 3 жерлицы здесь, 4, вот 4-я там. Я немного передвинул. Вот она сработочка, как бы недалеко от нашей раколовки, которую майну продолбили. И вдалеке вижу еще один загар. 2 жерлицы, 2 шанса на щуку. Смотрим. Здесь до петли. Возможно, щука здесь есть. Так, видно, да? Смотрим. Нету. Сход лавина. И плотва на месте. Вот так вот крутанула как-то она ее. Двойник вокруг поводка. И благополучно свинтила. Ладно. 2 щуки как минимум в этом озере еще есть. 2 загара у нас там. 2, вижу 2 флажка. Так что, возможно, что-нибудь да мы сейчас еще поймаем. У Валеры какие-то жерлицы интересные. Я такие даже еще не видел без флажка. Он с каким-то стопорком. Ну, как бы, может быть, в целях компактности оно и лучше, но если выпадет много снега и заметет, то похуже. Вот у нас 2 жерлицы подряд сработало. Горят. Цвет такой алый, оранжево-алый цвет. Издалека видать этот флажок. И сейчас мы посмотрим, поймаем мы сегодня крупную щуку или нет. 2 сработки рядом. Как вы видите, я без пешни, без ничего, 0 градусов, да еще вчера засыпал. Вымотало до петли полностью. Ну, пробуем.
Господи благословен. Здесь у нас что-то тоже легко идет. Щуки здесь не видать. Щука была и щука ушла. Тоже вот крутанула вокруг. Петли сейчас наловим живцов и в первую очередь их всех поменяем. Этих живчиков. Одно из двух. Или щука была мелкая, скорее всего, наверное. Взяла, потрепала, не проглотила и отпустила. Ну, последний шанс у нас остался. Так, там у нас флажка не видать, но мы обязательно сходим, потому что в прошлый раз, как вы видели, флажка тоже не было, но сработка была. Как минимум 4 щуки еще на этом озере есть. Здесь у нас тоже ничегошеньки нет, потому что не крутит. Не крутит. До петли не выработки нет. Что-то дернуло и все. Возможно, это сам живец. Хотя навряд ли. Живчик живой. Вон сколько травы здесь. Ладно, поплавай еще. Ладненько, еще не вечер. Все может поменяться еще. Так, ну, прежде чем начать ловить живцов, давайте посмотрим в камеру, залезли ли сегодня наши живцы в раколовку. И вообще есть рыба, здесь нету. Улов у нас сегодня пока минимальный. Такого даже не было. Одна маленькая щучка и все. На 4 сработки. Но, как говорится, еще не вечер, все может еще поменяться. Так, давайте первым делом посмотрим, что у нас в нашей раколовке. Включаем. Включили. Так. Пошли, поехали. Пошли, поехали. Пошли, поехали. Ехали. Ехали. Пошли, поехали. Пошли, поехали. Так, вот она. Наша раколовка. Пустая. Никто не хочет туда лезть. Совсем не хочет. Так, раколовку мы сегодня поднимаем однозначно. Вон, рыба есть, вот она. Видели, да, вот рыбку? Вот она. Есть плотва. Но она не хочет лезть. Так, сейчас посмотрим в луночке. Мне кажется, раколовка пугает рыбу. Потому что вот сейчас сюда вот закинем. Наверное, здесь будет ее больше. Мне чисто мое мнение. Так. Вот. Ее нету, но она сейчас... Вот она уже подходит. Подходят плотвички. Вот они. Где-то сантиметров 20-30, наверное, от дна. И теперь, не теряя ни минуты, мы попробуем их половить. Вот ее, пока она есть, не будем время терять, приступаем. Пока выключаем, пока это все мы настраивать будем, мормышку и все такое. Как-то вот так. Окушки, плотвички. Главное, чтобы сейчас с удочкой совпало. Пока теряю, не нацепляю, кусок опарыша там есть. Пока настроим глубину, все такое. Ну-ка на дурнину, на старого гнилого
куска опарыша. Попадет, что-то нет. Так, глубину нашли. Как-то так. Ну-ка, тут у нас что? Опа! Попали вовремя. Ну-ка, хорошо так. Вот это мы попали. Вот наша мормышечка. Какой-то окушок уже интерес проявил. Приподнимем сюда немножко. О, окуньки проявляют интерес. Выключаем. Включаем. Не помню. Включил правильно, нет? Так, вот они. С открытым ртом. Так, пока нет. Теперь всегда хотел попробовать, работает ли прикормка. Вот такая вот ванильная прикормка у меня 100 лет назад уже покупал, лет 20 назад. Фу, приторно-ванильный вкус. Сейчас вот этого дохлого опарыша, кусок дохлого опарыша, отпущу в аттрактант вот этот ванильный. И посмотрим, что изменится. Вот так вот. Сейчас оно будет с запахом. Ванильным. Приторный ванильный запах. Это еще на старом черкизовском рынке я покупал. Был в Москве. Купил оптом целую упаковку. И что только не пробовал. На клев ничего не влияло. Сейчас с камерой мы можем это убедиться. Поменяется что-то, не поменяется. Ну-ка вот. Нифига. Так что ванильная прикормка у нас не работает. Вон плотва подходит. Что-то понюхала, тоже отошла. Так что эта химия им нафиг не нужна. Ну-ка повыше поднимем. Так что это брехня, все это химия, аттрактанты, вонючки всякие. Вон, как мы видим, кругом запах ванили. По-любому в воде тоже этот запах пошел, но на рыбу это совершенно ничего не влияет. Пофиг. Вот подошел окунь. Окуню это тоже фигня полная. Так, пока убираем. Давайте посмотрим, пока камера снимает блесну, как реагирует окунь на блесну. И потом уже начнем червя. Поставим и будем, надеюсь, на червя ловиться будет. Так. Не запутаться бы. Так. Все. Так, видно, у нас тут блесну нет. А вот она блесна. Вижу. Пофиг.
На блесну тоже 0 эмоций. Окунь смотрит, как ты кого хочешь обмануть. Ты думаешь, я усел? Вот это как раз наверное, с такой картиной и писали. Тупо смотрит и 0 эмоций. Вон, плотва подходила. Ноль эмоций. Так, ну и все. Все попробовали. Убедились, что активности рыбы нет. Ну и последняя попытка, так как сказать, это поставим живого червячка и посмотрим, что нам скажет червяк вездесущий. Вот такого червячка сейчас поставим. Потому что все им пофиг. Опарыш не работает. Аттрактант не работает. Блесна тоже не работает. Вот такой вот маленький червячок. Так. Так, вот половинку даже, чтобы просто так не дербанили. Ну, посмотрим теперь, что скажет наша озерная рыба, привередливая. Вот и теперь понятно, почему у нас молчат жерлицы. Просто нету клёва. Так, где у нас? Вот она. Ага. А у нас камера ушла. А у нас камера ушла. Блин, в какую сторону? Наверное, в ту. Вот она. Так, червячка у нас тоже не хотят. О, подходит плотва. Раз, 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 раз. О, плотве червячок понравился. Оп. Ну вот и ответ. Самая лучшая прикормка — это дождевой червь. Только на него реагирует наша рыба. Вот, подходит. Оп, оп. Все, первый пошел. Как-то вот так. Все с вами ясно. Не зря деревенские говорят, работает только червяк. Сейчас возьмем, наберем ведерочко воды и будем ловить. Сколько поймаем, все наше. Как раз живчиковый размер. Блин, страшно подходить так к этой майне.
когда все тает. Оп. У нас, опа, есть уже сидит плотва тут. Я даже не видел. Но камера была включенная. Надеюсь, вы это видели, как произошло. Вторая. Ну вот, нашли. Нашли выход из положения, нашли. Вроде бы не ловится. Все-таки не зря выходили червей копать. Я еще думал, а Валерка будет на озере. Пару червячков попрошу у него. А вот окуню пофиг на червя. Окунь даже не реагирует совсем. О, плотвичка подходит. Кушарик. Пучеглазый, блин. Вали отсюда, не вижу нифига. Так. О, плотва подошла, нюхает, нюхает. Ну. Давай. Перекормкой, наверное, надо подсыпать. Окунь дернул. Так, плотва подошла. Блин, не успел. Уже отпустила. Оп. Так резко кидаются, блин. Не успеваю. Ну. Давай. Раз. Есть контакт. Ну, как-то вот так. Я думаю, все понятно. Показывать одно и то же, наверное, интереса мало будет. Сколько у нас уже? 11 минут съемки. Давайте, конечно, выключать. Выключаем. И половим так. Как говорится, обычно. Без камеры. Да ёшкин-то кот. В приглядку. Ну, попробуем так поймать. Хотя камера включенная, все равно хочется посмотреть туда, что там творится. Что там творится? Вон, что творится. Оп! Стоят окуни. Не реагируют совсем. Подходит плотва, кидается. Раз, опа. Так что пока ловится, будем ловить. Так, у нас что-то плотва или отошла, или активизировался окунь. Третьего окушка подряд уже вытаскиваю. Окунь, конечно, хорошо, когда ничего нет. Ну а так окунь-то мне нафиг не нужен. Вот они плавают кверху пузом. Видать, перепад давления резкий. С 5 метров, пока достаешь его. Нет, все нормально. Плотвичку тоже поймали. Пока ловится, половим. А так сейчас вот сижу. В голову пришла идея. Здесь недалеко есть озеро на лугах. Там как бы раньше, блин, перепуталось все, ловился гальян озерный. Но как-то пробовал, ставил раколовки, попался карась по открытой воде, зимой пробовал, ставил ловушки,
один гальянчик то ли попался. И в основном речные гальяны тоже. Как бы лед сейчас не толстый. В принципе, можно сходить, вытащить отсюда ловушку и закинуть туда на озеро, пока тепло, пока нет морозов. И потом уже ближе к вечеру половить живцов. Пока, в принципе, вот этого червя сейчас доедят у меня, то, что насадил. И съездим, пожалуй. Пока не осторожничают. Вечером, может быть, получше будут ловиться. Вот такие вот мелкие окушки. На живца-то пойдут, конечно, но плотва, конечно, лучше. Посыпал немножко гранул прикормки. И можно чисто ради спортивного интереса, давайте посмотрим, что у нас, сколько там их набежало. Так, вижу, что рыба есть. Давайте посмотрим вместе. Включаем. Вон ее сколько пришло прикормки опарыша. Мормышку свою я не вижу. Камера, видать, крутанулась. Вот она. Вот она там где-то была. Вот так вот. Вот она. Вот она. Ням-ням-ням-ням-ням. Иди сюда. Как-то вот так. Погода кайфовая. 0 градусов. Ветра нету. Как раз лови не хочу. А запас живцов, он не только нужен, он просто необходим. Где мы будем ловить ершей, мальков, это еще неизвестно. Конечно, будем стараться поймать, но пока ловится вот такая вот мелкая плотва, я так думаю, ой, уже клюет. Опа, опа, это что-то крупное. Это что-то крупное, вот. Покрупнее плотвичка уже. Не знаю, там как на камере. Но мы только закинули, у нас сразу последовала поклевка. Так, ну что там? Видно что-то? Нет? Видно, да? Вон. Так, закинули. Повыше, наверное, вот так вот надо. Оп-оп, и плотва уже берет. Окунь дернул. Отойди, не видно. Крючок торчит, осторожничает. А прикормка-то действительно рабочая. Вон сколько понабежали. И едят прикормку. Так что много сыпать не будем, чтобы их не перекормить. Чисто для прикормки, а не для кормления. Опа. Что-то их напугало. Что-то их напугало. Может быть, это щучка. Ну, что-то дристанули. Ну. Ладно, не хотите, как хотите. Выключаем.
Выключаем. Видим, что рыба здесь есть. Рыбы до хрена. Так что пока не раздербанят червя, половим немного живца и пойдем съездим на другое озеро. Удочку брать не будем, там зимой обычно рыбу не ловят. Так, живцы живцами, у нас загар, сработочка. Я говорю, в течение дня все еще может поменяться. Вот вчера днем переставил весь вечер. Утро сегодня, как бы клевое время было. Сработок не было. А он днем, когда обычно не ловится, сработало. То ли от того, что я прошелся туда-сюда, щука шевельнулась, то ли просто щуке захотелось покушать. Сейчас мы посмотрим, повезет нам, не повезет. Эту жерлицу мы вчера переставили тоже. Нацепили свежего живца. Размотало все до петли. Пробуем. Опять утащила к берегу. Опять кучу травы уже намотала. Вот туда почему-то все время тащат к берегу. Дергать не дергает, но идет очень тяжело. Кучу травы, наверное, тащу. Так. Нет. Только трава и ничего больше. Что-то сегодня у них с аппетитом хреновенько. Угу. Живец покусанный. Покусала и ушла. Живцы у нас есть, так что меняем. Ну давай поставим мелкого окушочка тебе. Может, окушка ты проглотишь сразу. Щука есть. Просто она сегодня неактивная. Она и вчера была неактивна уже. Видать, потепление и перемена погоды дало о себе знать. Нет такой раздачи, как при -8. Ну-ка, может, хапнет так на спуске. Бывает и такое. Вот так вот, раз. Поиграем, чем черт не шутит. Ладно, поехали на озеро ставить ловушку. Поднимаем ловушку. Хотя навряд ли там что-то есть. Мы уже вчера посмотрели в камеру, что она пустая. Сегодня посмотрели. Ничего там нет. А надежда была. Вот удивительно, да? Почему малек лезет в эту ловушку, а плотва, окунь нет. Вон, чистенькая. Если когда ловили озерного гальяна, она вся была в грязи, то это чистенькая ловушка. Но не тут-то было. Так, для удобства перевозки соберем. И погнали.
съездим на другое озеро, попробуем там. Это пока все оставляем здесь. Возьмем только пешню, лопату и ловушку. Живчик закроем, чтобы кедровка не утащила. Погнали. Вот оно, это озеро. И сейчас мы попробуем на него выйти. Лед-то как бы должен здесь быть. Самое опасное вот тут, вот возле берега. Грязь не промерзает. Вот это вот. Вот это вот грязь. Так. Так. Ну, кажись, вышли. Нормально. Так, и теперь нам надо выбрать место, куда закинуть нашу раколовку. Что, по центру? Вон палка стоит. Кто-то или сетку кидал, или не знаю что. Ну давай. Давайте вот здесь. Вот здесь. Льда тут немерено. Попробуем. Выдолбим майну. Там видно будет. Ну-ка, что у нас с льдом? Нормально. Так что немножко поработаем, и майна будет готова. Как-то вот так. Самое главное, чтобы глубина была. А то бывает так, выдолбишь, а там глубины нет. Ну вот, в принципе, готово. 10-15 минут. И все готово. Мальку ниже, Галянов тоже. Ладно, закинем ловушку, а там видно будет. Тикс. Расправляем нашу ловушечку. Не забываем зацепить так, зацепили. Все готово. Раколовочка. Лови. Сейчас посмотрим, что у нас здесь глубиной. Блин, как раз на свал походу попали. Боком встает. Ну, вроде нормально легла. Вот так вот. А здесь поставим вот такой кусочек льда, чтобы
веревка не примерзла. И палка тоже. Ну вот. Установили. Как-то вот так. Пробуем все методы для ловли живца. Потому что 100% не знаешь, какой из них именно сработает. Ну, а теперь обратно едем на озеро. В надежде на вечерний клев. В принципе, если днем плотва ловилась, то, ну, думаю, вечерком поклюет. Половим плотву. Если сработок не будет, вечером уже под фонариком будем снимать наши жерлицы. Как-то вот так. Раньше здесь у нас сенокосный участок был. Сейчас братан за кустами там выкашивает центр луга. А вот этот участок уже забросили. Сколько потов здесь пролито десятками лет с детства. Я помню, мы здесь заготавливали сено для 2 коров. Вот здесь, здесь, потом туда через кусты шли, вытаскивали это сено все на середину луга, сушили. Работали с раннего детства. Так, пока мы гуляли, у нас хорошие новости. Наша жерлица, которая уже утром была сработанная, я туда нацепил маленького свеженького окушка, загорелась по новой. Вот она. Машину поставили на другое место. Тут идти меньше до озера, там по лугу где-то метров больше 100 метров надо пройти было пешком. Так что уезжать будем сегодня отсюда. Ну и пока все. Ну, чё, окунь сам сработать не мог. Но катушка не размотана. Как ни странно. Взяла, дернула и плюнула. Не вымотала. Вот он, наш окушок. Так что щука осторожничает. Ладно. Еще не вечер. Ты мне еще попадешься. Вижу еще один загар. Теперь главное, чтобы в эту майну никто не провалился. В принципе, обозначил место ветками. Надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что там майна. Ну, надеюсь, такого не будет. Так. Эта жерлица у нас уже поймала тоже 1 или 2 щуки. И срабатывала по 3. Так что все-таки, хоть и говорят, что у каждой щуки своя территория, я могу поспорить. Щука тоже гуляет. Щука тоже мигрирует. И здесь тоже у нас щуки нет, потому что не размотана. То есть щука ударила, жерлица сработала, и она ее сразу выплюнула живца. Бывает и такое. Плотвичка. Еле живая, но еще живая. Ладно, еще не вечер. Ты мне еще попадешься. Так, ну что, смотрим, как у нас дела с плотвой. Кто-то называет ее сорога, кто-то еще как. У нас ее звать плотвой. Оп, плотва нормально ловится. Вот сколько у нас тут вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Около 10 штук. Сейчас посмотрим, прибавится, нет. Походу, да. Камеру включать не будем. Я думаю, смотреть одно и то же
мало интересного. Я лучше туда, если будет ловиться хорошо, закину вторую удочку. А хотя и если хорошо ловится, и одной можно поймать. Ну-ка. Да, не нужна вторая удочка, вон. И на одну она хорошо ловится. Ух ты. Это еще пойдет для живца. Короче, я тех, которые влетают в горлышко, 5-литровые, в 30-литровую кеглю, забираю для живцов. Которые в горлышко не влезают, которые крупные, тех забираю масяне. Опа. Вот так вот. Ближе к вечеру вон плотва активировалась. И очень хорошо долбит и на одну удочку. Так что вторая удочка нам не нужна. Пока ловится, покидаем. Сделаем небольшой запас. Или большой запас живцов. Какой получится, такой и сделаем. Закинем их в тюрьму. И уже потом по темноте, когда ловиться перестанет, начнем собирать жерлицы под фонариком. Сейчас световой день короткий. И терять время на сработку жерлиц, на сбор жерлиц, вернее подъем жерлиц, тратить время не будем зря. Тем более вечерком, может быть, что-нибудь еще и сработает. Жерлицы сегодня поднимаем однозначно. Во-первых, щука перестала ловиться. Но это из-за погоды. Щука-то осталась. Сразу видно, берет и бросает. Флажок срабатывает, и она выплевывает его сразу. Во-вторых, тепло. Плюсовая температура, +1 где-то сейчас. Удобно. Жерлицы не замерзшие, не надо отдалбливать ничего. Соберем, переберем, рассортируем, высушим, поменяем двойнички. Там, смотрю, местами уже двойнички туповатые уже, тонковатые. Старые двойнички поменяем на новые. И завтра, нет, завтра, наверное, сделаем выходной. Поработаем на канале, помонтируем фильмы, зальем. А послезавтра, возможно, поедем, если погода будет нормальная, на другое озеро уже. И не надо уже будет тратить время на живцов. Прямым ходом поедем. Так, что там у нас? Плотва там у нас. Живчики у нас уже будут. Сразу начнем выставляться. Лишь бы все это не растаяло. Что-то прогноз-то неутешительный. Посмотрел прогноз на 10 дней. 0, +1, -1. Это фигня полная. Не удивлюсь, что еще и растает все. Сантиметров 5 лед и есть на озере. Вот и тут это что-то покрупнее уже. Вот она, да, покрупнее плотвичка. Но для живца еще пойдет. Как-то вот так. Ветра нету, теплая погода, руки не мерзнут. Рыбалка для души. Эту рыбу мы есть не будем. Это рыба для живца. Плотву, крупную плотву на сети мы немножко половили. Ведерочко засолили. Сейчас потихоньку штук по 7-8 достаю. Промываю, подвяливаю. И как раз самое то скоротать вечерочек под пенный напиток.
Вечерочек, вечерок, вечерочек. Прикормка нафиг не нужна. Все-таки лучшая наживка для плотвы — это дождевой червяк. Он долбит на раз-два только. Но я думаю, без прикормки в таком количестве бы она бы не собралась, наверное, все-таки. Прикормка рабочая вот эта, тутти-фрути. Да, мне кажется, любая прикормка, простых бы отрубей, наверное, насыпали, также бы подошла. Ну, как-то вот так. Получаем удовольствие от рыбалки, ловим живцов. Короткое включение. Камеру убрал, поставил вторую удочку. И вон процесс пошел. Просто долбит. Так. И плотва, вот и окушок. Такая средненькая, хорошенькая, как раз жерличная плотва. Самое то. Красота. На две удочки. Успеваю только вытаскивать. Даже чай пить некогда. Вот так вот. Вот. Раз. Два. Вот, уже поклевка. Даже до 3 не успеваешь посчитать, уже поклевочка. Или там, или там. Красота. Оп. Сейчас закинем. Вот такая вот 30-литровая кегля, тюрьма. Закинем сейчас эту плотву. Сколько тут? Около, наверное, 30 штук уже точно есть. Оп. И там, главное. Так, здесь у нас есть. Там тоже клюет. Опа, 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 опа. Повезло. Повезло плотве. И там долбит. Ну-ка. Оп. Не, уже ушла. Ну и ладно. Ну, кто первый? Ставлю на красного. Желтый. Желтый. Бывает долбит, бывает какой-то вот буквально секунд несколько перерывчик такой. То ли щука подходит, то ли что, то ли не знаю почему, но бывает, что секунд 30 поклевок нет. Потом начинает долбить. Не каждая поклевка, конечно, результативная, но долбит капитально. Дербанит червячка. Надо попробовать тут резинового искусственного червя принести, которого не дербанят. Может, тоже будет ловиться. Надо будет попробовать как-то. Так, ну что, пока небольшой перерывчик есть. Пойдем, наверное, закинем это. Вот, опа, опа, ага, перерывчик. И там, и там. Ох. И там, о, какая. Это уже крупновато на жерлицу. Может сама дернуть флажок. Ну, пока пойдет. Пока берем всех. Пока берем всех, пока ловится. Так, что у нас с флажками? Пока не горят. Ну и бог с ним. Они хоть сейчас все загорятся, все, решили поднимать. Значит, будем поднимать. Подошел, вот жерлица поднимает. Тишина. Не хотят? Не хотят сегодня, да, Валер?
Не хотят у меня. То лунтуран как сработковали, 2 сработки, и только возьмут и выкидывают сразу. Ой, конешон. А вон сработка цены уже кой медичный срабатывает-то? Наверное, сейчас посмотрим, что там. Сейчас посмотрим. Эта жерлица уже 2-й раз срабатывает сегодня. Вон сколько плотвы живчиков уже надергал. Валера пришел с того озера, говорит, килограмма 1,5, наверное. Окушко плотвичек, 1 щучка на балансир попалась. Грамм на 700. Тоже, говорит, слабовато, каждого упрашивать надо. Пошел уже в сторону дома. Поднимает жерлица. Так, ну что у нас? Вымотала хоть нет? Не вымотала. Так что здесь тоже никого нету. Даже поднимать не буду. Он, может быть, живет сам. Хотя навряд ли такой флажок сможет выдернуть живец. Щука дергает и сразу бросает. Пройденный этап, это всегда так, когда погода меняется и клёва нет. Ну как клёва нет? Половили же неплохо. Наша задача выполнена. Живцов мы наловили. Так, наверное, пока немножко хватит. Надо закидывать сюда, так, чтобы руками не ставить. Попробуем их залить сюда. Заодно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 51, 52, 53 плотвы. Еще 4 живца поменял. 53 плотвы. Так, но это еще не вечер. Еще полчасика как минимум мы порыбачим. А этих закинем в озеро. Чтобы им достаточно было свежей воды. Вот раньше вот такие кегли с резьбовой крышки были отлично, хорошие, а сейчас они просто защелкиваются без резьбы. Ну все, запас небольшой уже есть. Так, ну что, первую партию мы закинули в кеглю, 30-ку. Поменял червячка, и вон дело пошло. 6 плотвиц уже одна за одной. Просто долбит свежего. Работала правая удочка. Левая почти молчала. Сейчас нацепил туда свежего червячка. Там уже одна шкурка оставалась. И все, процесс пошел. 7-я. Пошел снежок. Стало чуть прохладнее. Минус 1, минус 2 примерно так. Ну, пока ветра сильного нет, сижу раздетый. Ну как раздетый, без куртки в парке. Пока нормально. Ловим до темноты. Во-первых, скорее всего, как стемнеет, ловиться перестанет. Я так думаю. Потому что пробовали в ночное время с фонариком. Плотва не ловится. Так, иди. Опа, сход. Во-вторых, оденем фонарик и начнем собирать жерлицы. Часик-то уйдет у нас по-любому, наверное, на сбор. Может быть, за это время ближе к вечеру что-нибудь доклюнет еще. Пока молчат. Так бывает, щука есть. Вот вчера уже похуже было, сегодня уже совсем плохо.
Так что завтра, наверное, скорее всего, будет еще хуже. Скорее всего, завтра сделаем выходной. Живцову берем в тюрьму. Тем более тепло на улице. Может быть, денька два сделаем выходной. Отмонтируем отснятый материал. Зальем. И потом уже поедем. А то у нас уже идет отставание. Даже на Дзене. Как-то вот так. Посмотрим, 53 получится, не получится поймать. 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Я так думаю, если постараться, то получится. Опачки. Опачки. У нас сработка. У нас сработочка. Вот так вот. Вижу сработку. Не факт, что там щука, но проверим. Это поднимаем, чтобы не запутались друг с дружкой. Там, где червячок свежий. Ну, пойдем глянем. Что она там клюнула у нас? На этот раз жерлица вымотана полностью. Значит, щука здесь была. Щука здесь была. Сегодня уже здесь поклевка тоже была. Так, натяжка есть. Опять все повторяется. Опять унесла в траву. Так, пробуем. Пока тяжесть есть. Даже кто-то дергает. Тянем вместе с травой. Вот такая вот шалупень осталась. Клюнула на окушка. Да. Крупняк пошел, крупняк. Вторая. Ай. Ладно, все, меняем живцов. Пойдем оденем перчатки. И начнем, наверное... Нет, до темноты половим, потом уже начнем. Так, начали замерзать руки. Одел перчатки. Вон Колян мне такие перчатки подогнал. Минус 30. Ну, блин. Ну не то. Я не знаю, как в перчатках народ рыбачит. Рука рыбу не чувствует. Это раз. Поднимать. Хрен его знает, как поднимать. Леску не чувствует. Это два. Вот. Отцеплять это три. Ну неудобно. И не сказать, чтобы руки как в печке были. Сейчас вот минус 1, минус 2 градуса. Около 0. И может быть размер, правда, больше нужен. Но руки плотнячком. Резина стягивает руки. Может быть малы. Я не знаю. Размером больше, наверное. И не сказать бы, чтобы рукам жарко. Рукам тоже холодно. Так, а у нас, друзья, сработка. Сработала опять та жерлица, которая сегодня уже раза два, наверное, срабатывала. Так что поднимаем одну удочку, чтобы не перепутала плотва. И пойдемте глянем, сколько у нас тут плотвиц. Ну, больше 10 точно, но 50 навряд ли поймаем, потому что начало уже темнеть. Так, здесь тишина, тишина, тишина. Пойдем глянем, заодно прогуляемся. Согреемся немножко. А то уже застыл. Куртку не одел сегодня. А в парке не очень-то и жарко. Прохладненько все равно. Хоть ветра нет. Сидишь на месте, не двигаясь, и замерзаешь. Так что пробежимся сейчас немножко. Снял я все-таки перчатку, потому что, ну ничего, даже камеру включить нельзя. И здесь, походу, ложная сработка. Раз, два, три, четыре, пять.
Флажок-то и то никак поставить. Это перчатки. Просто дернула и опять оставила. Он. Окунь на месте, окунь живой. Мелкая щучка, скорее всего. Дай бог с тобой. Ладненько. Еще минут 10-15 половим живцов и начнем собирать жерлицы. Так, друзья, нашел выход из положения. В общем, снял одну перчатку с правой руки. Теперь я могу и включить камеру в случае чего. И удочку чувствую, и поднимать чувствую проще. И в то же время левой рукой вот эту рыбу беру, правой отцепляю крючок. Мокнет только левая рука, а левая рука перчатки. Нормально. Нашли выход из положения. Ну, вот, блин. Все равно дискомфорт левой руки есть, потому что перчатка стягивает. Не знаю, как это в размерах. 303 это размер, не размер, не знаю. Ну, в общем, на мою руку перчатка нужна побольше. Стягивать неудобно. Кровь ходит плохо, и все равно рука мерзнет. Вот так вот. Ох ты, это чуть покрупнее уже, походу, плотвичка. Нет. Просто чуть... Опа. Так. Нормально. Червей хватило у меня с избытком на целый день. Потратил буквально 2 червяка. И то не до конца еще. Но видимость уже стала похуже, начала немножко темнеть, так что буквально минут 5-10 и все, наверное. Вечерний клев. Ну вот и все. А нет, еще не все. Как по команде клев прекратился. Я сначала думал, может, щука подошла или еще что-нибудь. Вот еще до конца не стемнело. Сейчас время посмотрим, сколько. А плотва перестала ловиться. 14:37. А у нас уже начало темнеть. Представляете, нет еще 3 часов, а уже темнеет. Вон. Пасмурная погода, тем более. В 3 часа уже будет темно. Так что, опа, есть еще одна плотвичка напоследок. Скорее всего, я уже налил Чайковского. Хапану чайку. И пойдем поднимать жерлицы. Тут и червя с одной стороны уже практически нет. Может быть, еще из-за этого. Но нового наживлять уже не буду. Хватит. Хватит, хватит, хватит. Свою задачу мы выполнили. Запас живцов сделали. Нам большего не надо. Ой, хватит, батя. Какой вкусный чай на природе, а? Особенно, когда замерзаешь. Дома такого чая нет. Ну вот и все на сегодня. Хватит. Плотва ловиться перестала. Штук 15-20 поймали.
И вот такой вот сегодняшний улов. Напоследок. Последний из магикан. 2 щучки. Ну и ладно. Что есть, то есть. Спасибо, озеро, и на этом. Половили мы неплохо. Сколько? Штук 20, наверное, вытащили. Если не больше. И хорошие, и приличные щуки были. И может быть еще что-нибудь да попадет. Хватит. Хорошего помаленьку. Начинаем сбор жерлиц. Сейчас этих закинем в тюрьму. Наберем свеженькой водички немного. И оставшихся живцов, живых, тоже попробуем сохранить. Так, ну вот, пожалуй, и все. Жерлицы подняли. Живцов убрали. Масяньки гостиниц везем. Дохлых живцов, которые подохли. Живых пока убрал в тюрьму тоже. Если выживут, хорошо. Нет, так тоже масяньки потом отвезем. И вот такое вот жиденькое, но не нулевой результат. 2 небольшие щучки. Ну, грех жаловаться. Щуки мы в этом году половили. Довольно-таки неплохо. Открытие первого льда состоялось. Так что став и сбор, все хорошо. Сегодня пятница. Отдыхаем. Завтра суббота. Отдыхаем. Монтируем. Заливаем. В воскресенье посмотрим по погоде. Ну а в понедельник 100% мы куда-нибудь поедем по новой. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всех обнял. Скоро увидимся.